выступающие будут говорить по своим объектам, которых достаточно, и мы постараемся все получить понимание и поддержку. Денежные средства со всех дольщиков собраны, квартиры все распроданы, а жилья нет. В наших домах также привлечены государственные денежные средства по программам. Первый – это государственный материнский семейный капитал. Второй – республиканский материнский капитал. Третий – сертификаты долей сирот и инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Четвертое – социальные выплаты для многодетных семей. Пятое – жилищные сертификаты и другое. Выдав денежные средства из государственной казны, ни государственный заказчик, ни министерство, ни пенсионный фонд, ни органы местного самоуправления не осуществляли должного контроля получения жилья данных дольщиков. На данный момент все органы государственной власти Республики Саха-Якутии, допустившие нарушения законодательных актов Российской Федерации и строительных норм, предлагают нам одно – создать ЖСК. За создание ЖСК мы против, так как ЖСК – это законная ловушка для дольщиков. Создание ЖСК – это уход застройщиков от уголовной ответственности, государственных органов и исполнительных властей от ответственности и снятие с себя обязанностей по завершению строительства всех недостроенных домов. Создание ЖСК для дольщиков – это новая покупка уже 100% оплаченного жилья. Мы считаем, что решение данной проблемы, завершение строительства наших домов должны возложить на себя государственные органы по Республике Саха-Якутия, устраняя все нарушения, которые были допущены государственными органами по Республике Саха-Якутия и приведя все в соответствии со строительными нормами согласно законодательных актов Российской Федерации. А также считаем, что государственные органы должны привлечь к ответственности учредителей и директоров, главных бухгалтеров, которые без зазрения совести оставили на улице более 1000 семей. Другие регионы создают фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Его цель – исключить появление новых обманутых дольщиков. Все застройщики, заключающие договор долевого участия, обязаны перечислять туда 1,2% от суммы сделки. Сегодня мы собрались по другому беспределу. На базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Медведева функционирует аналитический центр сбора, обработки и передачи информации для введения в базу данных обращения пострадавших граждан от недобросовестных или мошеннических действий застройщиков. Основная задача такого мероприятия, как народный реестр, это привлечение внимания широкой общественности к проблемам людей, пострадавших в результате недобросовестных или мошеннических действий застройщиков и кооперативов. Вступление в такой список дает возможность дольщику надеяться на помощь и защиту интересов со стороны уполномоченных государственных структур. На 15 июня текущего года внесено в программу информационно-аналитическую систему 1899 обращений. Из них обманутые дольщики, обманутые ИЖС, обманутые гаражные боксы, обманутые инвест-участники проектов строительства собственников жилья. Всего 937 обращений. Остальные 962 – это обманутые кооператоры, обманутые пайщики, обманутые вкладчики и другие кооперативы, которые не попадают ни под один закон. За последние годы в большом количестве по республике активизировались мошеннические действия разных дельцов и махинаторов. Из-за отсутствия механизмов защиты прав граждан, пострадавших от действий мошенников, использовавших эти схемы обмана, восстановление прав этих граждан становится нерешаемым и невозможным. Непосредственной работой по региональному реестру пострадавших граждан занимается НКО «Род Квадрат», некоммерческая организация, объединяющая обманутых граждан в сфере жилищного строительства, представляющая интересы всех без исключения дольщиков на территории республики. Сейчас некоторым дольщикам удается включиться в реестр по решению суда. Но возникают такие случаи, что граждане, купившие доли в одном и том же доме, обращаются в другой городской или районный суд и им отказывают. То есть идет полная неразбериха и отсюда возникающая социальная напряженность и негативное отношение к власти.
Слово сейчас предоставляется председателю НКО «Квадрат» Сергею Павловичу Романову. Но этот митинг больше о том, что вот НКО «Квадрат» спровоцировало расширение движения народа, его объединение. Это позитивное движение, оно не идет вразрез, собственно, с властями. Мы на сегодня, благодаря работе всех моих коллег по НКО «Квадрат», добились того, что власть нас слышит, власть с нами сотрудничает. Мы обсуждаем эти наши острые вопросы. По строительным моментам, ФЗшные объекты мы уже успокоились, это более 9 домов, а это большое количество граждан. Мы сейчас находим с властями уже возможность договариваться о достройке других объектов, которые не попадают под действие ФЗ-214. Ждем изменения законодательства 1 июля, поправки будут, там будем их рассматривать по каждому объекту. Переговорили буквально вчера с застройщиками, поняли одно, что застройщики готовы заниматься проблемами дольщиков активно, то есть как раз те категории, которые никуда не попадают, это самая многочисленная категория. Занимаемся уже такими категориями, тут ясно, понятно, государственного механизма под них пока нет, надеюсь, появится, но тем не менее уже появились бизнесмены, наши застройщики, которые будут решать, помогать нам эти вопросы. То есть вероятно, что за 2 года мы большую часть этих вопросов решим по долевому строительству всех форм. НКО занимается именно всеми формами, то есть для нас мы все дольщики, так как мы сформированы как коллектив из дольщиков. И что еще можно сказать? Наша роль и задача – это помочь власти, пользуясь поручениями Путина, его словами, то, что за 2 предыдущих года мы вообще должны эти проблемы снять, вычленить из состава чиновников. Я напоминаю, что еще у нас активно ведется работа властями нашими по изъятию из властных структур нерадивых чиновников, помочь в этой работе. То есть там, где есть криминал, там, где есть коммерческие подкупы. Все вы видите, что делает власть. Недавно опять события с мэрскими чиновниками. Это наша задача НКО. Помогать вот эти вещи находить, где чиновник наживается буквально. Вот это наша работа. Радостно еще то, что к нашему объединению подсоединяются уже инвалиды, садоводы, огородники. Мы рады всех принимаем, мы будем заниматься вместе с ними решением этих проблем. И пусть даже НКО «Квадрат», оно было направлено в первую очередь для долевого строительства. То есть мы принимаем всех, поэтому появился народный реестр, в него включаются все граждане. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил проблему дольщиков как позорное явление для страны. Но нельзя забывать и о других категориях обманутых граждан. Это вкладчики и пайщики кредитных и сельскохозяйственных кредитных кооперативов, строительных, жилищных, гаражно-жилищных и ипотечных кооперативов. На сегодняшний день в Республике Саха более 2500 людей пострадали от этого. Эта огромная цифра в масштабах республики возникла по причине массового банкротства и ликвидации кредитных потребительских кооперативов с 2009 года и по настоящее время. В катастрофической ситуации оказались люди преклонного возраста. Среди них много участников Великой Отечественной войны, ветераны тыла, дети войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Цинизм мошенников поистине не знает границ. Эти люди имели высокую степень доверия к финансовым организациям, которые открыто вели свою деятельность. Среди обманутых очень много членов одной семьи и много людей, которые по возрасту, по состоянию здоровья, из-за перенесенного стресса, потери крупной суммы денег преждевременно ушли из жизни. Таким образом, мы считаем, что эта проблема носит не только финансовый, но и острый социальный характер. Возведен 4-этажный монолитно-каркасный жилой дом по адресу Республика Саха, Якутия, город Якутск, улица Лизы Чайкиной, 5. Дом является самовольной постройкой
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома уполномоченными органами не выдавалось. Несмотря на это, было произведено технологическое присоединение дома к электрическим и тепловым сетям, а также была подключена вода. Объект незавершенного строительства включен в базу данных учета и мониторинга самовольного строительства на территории городского округа город Якутск, введение которой предусмотрено постановлением окружной администрации города Якутска от 25 октября 2016 года номер 302-П. Строительство объекта произведено в нарушении градостроительных норм, установленных правилами землепользования и застройки города Якутска. 7 февраля 2017 года в доме произошел пожар. В результате пожара сгорел 4-й мансардный этаж. Отключены все коммуникации, и дом превратился в нежилой. В результате мошеннических действий ЖНК «Новый дом» и ООО Агентство ипотечного финансирования, руководители Прошутинский и Эльтерман оказались обманутыми 75 пайщиков. Руководители этих предприятий сбежали за пределы республики. На них заведено уголовное дело, расследование которое до сих пор не закончено. На сегодняшний день дом запущен инициативной группой жильцов. Заключены договора технологического присоединения к ресурсам, но на этом проблема данного дома не решена. Около 20 жильцов-мансардников остались без жилья. У дома имеется трещина в стене, испорчен фундамент. Примерно 20 человек имеют документы без государственной регистрации. Дом не сдан и не переведен в жилое помещение. Поэтому тарифы на поставку ресурсов будут как у юридического лица, то есть намного выше. Сейчас мы со своими семьями, с детьми вынуждены скитаться по съемным квартирам, чтобы добиться справедливости и защитить свои права. Мы, пострадавшие, реально живем впроголодь сейчас. Зарплата уходит на оплату ипотеки за несуществующие, непостроенные дома. В начале 2000-х годов банки просто так не давали ипотечные кредиты гражданам, работающим в городе Якутске, но и не имеющим городской прописки, а также многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Этим обстоятельством воспользовались мошенники, подобные Бурцеву Степану Степановичу. Он, заведомо зная, что не предоставит никакие кредиты, обманным путем привлек нас и таким образом завладел нашими деньгами. Так и не дождавшись кредита, мы подали в суд. Даже с решениями суда до сих пор не можем вернуть свои собственные деньги. С весны 2012 года везде была реклама на баннерах, везде на сайтах ЕКТ.ру, что продается квартира студии в микрорайоне Новопортовской, совсем рядом с кафе «Черемша», где алросовские гаражи чуть подальше. Я вложила, рискнула единственный раз в жизни. И вот до сих пор мы ничего не имеем. Ни денег, которые нам не вернули по суду, потому что этого ИП Битяй Ирины Владимировны больше не существует. Не стыдно ли нашим властям за вот это все, что творится рядом с нами в этом небольшом городе Якутске? И люди не могут понять, что же случилось в наше мирное время. Мы остались без жилья, обманутыми нашим государством, нашим застройщиками, нашими чиновниками, нашим правосудием. Кто должен заниматься этим? Они сразу вот так говорят. А таких статей нету, закон это не предусматривает, и все. Мы как бы сами себе в своей каше варимся. У нас после 7 лет разбирательств столько следователей менялось, да? Это у правоохранительных органов, видать, такая система работы. Только один следователь возьмется за наше дело, через год или через сколько-то месяцев меняется другой. И так у нас это 7 лет идет вот Сахагидроэнергострой, генеральный директор Амукова. Да, Василиса Викторовна, да. Ага, тоже. Ага, вот. И непонятно, вот, кто-то же ведь должен этим, правоохранительный орган же заниматься, а у нас НКО этим заниматься. Это что такое? Это беспредел какой-то со стороны государства. Нас увидели, услышали наши слуги народа, которые должны работать на благо народа. Я хочу сказать, что
Требуем ужесточить надлежащий контроль правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета и взять на особый контроль ведения уголовных дел в отношении руководителей, а также иных ответственных лиц, недобросовестных председателей жилищно-строительных кооперативов, застройщиков, в связи с тем, что имеется отказ в возбуждении уголовных дел, затягивание досудебных и судебных процессов в отношении обвиняемых людей. Их законных прав. Регулярное обращение граждан, правоохранительные органы и руководство Республики Саха не приводят к результату, так как они обосновывают отказ в решении данной ситуации отсутствием соответствующих законодательных норм и апеллируют к добровольному характеру договорных отношений. Люди, оказавшись в бедственном финансовом положении, испытывают колоссальную тревогу из-за чувства незащищенности и отсутствия гарантий со стороны государства. Также это способствует повышению бедности в регионе, так как многие граждане потеряли единственные жизненные накопления. Внесенные изменения в 214 федерального закона, они практически позволяют избежать вот таких ошибок, когда с 1 марта 2019 года в Республике Саха формируется народный реестр обманутых граждан. Вступление в такой список дает возможность пострадавшему человеку надеяться на помощь и защиту интересов со стороны уполномоченных государственных структур. Созданное в нашей республике региональное общественное движение «Союз Якутии» предлагает свои механизмы конструктивного решения проблемы во взаимодействии государства, бизнеса и общественности от имени обманутых граждан. Мы ждем диалога с пониманием, что деньги утеряны навсегда и отсутствуют какие-либо пути возврата, их возврата и восстановления справедливости. В ходе послания в 2013 году, так как я являюсь офицером Министерства внутренних дел Российской Федерации, мне было поручено навести порядок предприятию Дробота. Предприятие приостановлено, да, люди пострадали, но этот человек больше не дал никому обманывать и злоупотреблять служебными положениями и проявлять акты мошенничества нашему населению. Второе. В 2013 году 6 лет разрабатывал план, я положил Александру Сергеевичу на стол, когда он был мэром города Якутска, по улучшению жизни жителей квартала 9А, так как программа ветхого аварийного жилья была приостановлена. Он внимательно изучил, и при командной работе членов правительства и администрации города в 2014 году был подписан договор развития застроенной территории компании «Якутпромстрой». И в течение 2 недель люди из аварийных домов за рестораном «Белые ночи» были расселены в новые квартиры. Никто ничего не ждал. Наша работа подтверждает следующее, что мы в городе Якутске можем решать вместе с местными застройщиками сложившиеся ситуации. И на данный момент действительно услышал боль, которая здесь есть. У меня есть конкретное предложение. Первое. Проработал 4 проекта с 2 строительными компаниями, которые имеют многолетнюю репутацию добросовестных застройщиков. А именно, это земельные участки по адресу Красноярова 22, Чкалова 28. Очень сложный объект по проспекту Ленина 55/1. 100% готовы закрыть всех обманутых там людей. А также строительные компании готовы без бюджетных средств реализовать социальные объекты по деловому центру для инвалидов и по открытию нового современного производства по адресу Чкалова 28. Все необходимые документы направлены в правительство нашей республики. И так как Павел Анатольевич здесь присутствует, готов повторно изложить с представителями руководителей министерств. И самое главное, недавно закончилась проработка нового земельного участка. При его реализации в Министерство имущественных отношений Республики Саха-Якутия при положительном рассмотрении может быть предоставлено по масштабному инвестпроекту несколько десятков квартир.
Руководство республики, обратите, пожалуйста, внимание, это огромные деньги. Мы готовы решить данную задачу. Спасибо. Обмана дольщиков решим на уровне страны, я думаю, перейдем к решению вопроса и обмана вкладчиков. Митинг, безусловно, удался. А вы, как сами наблюдаете, к нам, кроме дольщиков, подошли и инвалиды, подошли кооператоры, подошли садоводы, огородники. То есть потребность общества есть в такой форме взаимодействия с властью в виде общественных объединений, НКО в первую очередь. Это дает возможность, самое главное, снимать протестные какие-то настроения у людей и в позитив все это превращает. То есть вот общение есть с властями, нас слышат, нас понимают. Вот, конечно, не хватает еще вот этого вот общения с властью, но уже мэрия включилась в работу, она не против. Айсен Сергеевич работает, а Павел Аргунов на каждом у нас митинге выступает, это все помогает. Именно позитиву. Поэтому у нас и нет, собственно, ни шума, ни драк, ничего, никаких провокаций. Регион у нас, я считаю, спокойным вообще. Если власть начнет понимать, что необходимо взаимодействовать, необходимо общественность вводить во все эти формы, что государство привлекает для решения вопросов. Но сейчас будет формироваться здесь фонд, филиал Дома РФ. Но необходимо, чтобы там были общественники в его составе. Для того, чтобы вот главная цель народу доносить словами, которые им понятны. А это может только сделать сам дольщик. Или в мэрии, допустим, при земельном комитете, при всех этих архитектурных решениях должны общественники быть. Тогда мы избежим мошенничества в сфере там, огороднических вот этих товариществ, ИЖСных застроек и всех прочих вопросов. То есть чем больше общество проникает совместно с государством в решение этих вопросов, тем ситуация становится спокойной.